Уважаемые коллеги, есть предложение заслушать информации вашей о том, как будут реализовываться мероприятия по решению сопредседателя межправкомиссии от 9 ноября. Если можно коротко по всем позициям, это и лекарственные препараты, оборудование, там есть ряд вопросов, которые связаны с небольшими строительными делами. В соответствии с решением сопредседателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 9 ноября предусмотрен ряд мероприятий по реализации вопросов, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. В этой связи вами было подписано распоряжение премьер-министра, которым предусмотрены следующие мероприятия. Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких. В соответствии с планом мероприятий ответственным является Министерство здравоохранения. Приобретение передвижных рентгенодиагностических цифровых установок. Ответственным исполнителем также является Министерство здравоохранения. Приобретение медикаментов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов из расчета потребностей на 2,5 месяца. Ответственным исполнителем также является Министерство здравоохранения. Предусматривается оснащение 2 ПЦР-линий для диагностики COVID-19, соответственно, Министерство здравоохранения и санэпидемслужба Республики Абхазия, обеспечение централизованной подачи кислорода в Гудаутском ковид-госпитале, Управление капитального строительства и государственная компания Апсноргылара. Речь идет о главном корпусе. О главном корпусе. И мероприятия связаны с выплатой доплат к заработной плате медицинских работников и иных работников, задействованных в оказании медицинской помощи в борьбе с COVID-19, уполномоченные органы Минздрав Республики Абхазия и Министерство финансов. Общий объем средств, предусмотренных на мероприятия, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, составляет 152 миллиона 700 тысяч рублей. Ну, что касается кислородной станции с соответствующими газовыми подводками, это, безусловно, самый главный вопрос для нас. Конечно, вот то, что было сделано в инфекционном корпусе, централизованная подача кислорода, это значительно улучшило, качество оказания медицинской помощи именно вот реанимационным больным. У нас на сегодняшний день есть соответствующее предложение по централизации 2-го этажа корпуса и, соответственно, установки тех дыхательных аппаратов, которые были нами получены по линии гуманитарной помощи, но там необходимо установить компрессор. Конечно, в данный момент речь идет у нас о Гудаутском госпитале. Конечно, обеспечение дополнительно аппаратами искусственной вентиляции легких высокого качества, это то, что мы обсуждали с соответствующим поставщиком, который необходимы для отделения интенсивной терапии и реанимации. Си-дуга, она будет также нужна не только Гудаутскому госпиталю, но и другим учреждениям, которые занимаются лечением ковидных больных. Ввиду того, что в Российской Федерации такое оборудование точно так же сейчас очень востребовано, сейчас то финансирование, которое получено республикой, будет способствовать тому, что мы заранее закажем это оборудование, и как раз к тому моменту, когда оно будет очень востребовано в республике, оно уже, естественно, будет сюда задействовано, привезено и установлено и может начать работу. Это очень сильно поможет в тестировании. То есть это снимет нагрузку, например, с Сухумской лаборатории, а распределит ее в необходимом объеме по территории Республики Абхазия. То есть одна лаборатория планируется в городе Гагры, другая лаборатория будет в Очимчире. Это очень действенная мера, которая очень необходима сейчас, да, своевременная именно мера. Плюс, в этих финансах заложены те необходимые нам расходные материалы, которые точно так же помогут в тестировании нашего населения. То есть это не просто тест-системы, которые точно так же, спасибо хочу сказать Российской Федерации за то, что нам были выделены тест-системы в объеме 50
тысяч исследований. Но также это будут расходные материалы, без которых ПЦР-диагностика просто невозможна. Здесь хочется сказать, что этот объем в потребности 2020 года. В том числе такое мероприятие, как оплата труда работникам медучреждений, занятым в борьбе с коронавирусной инфекцией, определен в 22 миллиона 600 рублей. Это дополнительная заработная плата за оставшиеся текущие месяцы этого года. Это, наверное, тоже, на мой взгляд, важно подчеркнуть. Вот. То есть мероприятие, оно, по сути, только 2020 года. Наверняка, если будет в этом необходимость, и дальше будет прорабатываться вопрос о дальнейшей подготовке таких планов и мероприятий.